Откроем секрет нашим зрителям. Ильшат Рахимбай вегетарианец. Да, Ильшат Для тех, кто не знал. Да, или проще, Ильшат Рахимбай того, говорят. Как говорит моя мама. ну это как выгодно говорит моя будет. мама, да, того. Ну, в любом случае, это желание каждого. Да, но это связано с моей профессией, в первую очередь, конечно же. То есть, если у меня не чистое сознание, то ни о каких сценариях или ни о каких идеях, которые должны быть через Бога в мир, Передаваться через тебе. меня передаваться, то нельзя говорить о прочищенных каналах, поэтому все очень просто на самом деле. Это мое эгоистическое такое, чтобы я стать великим кинорежиссером и стал вегетарианцем. То есть ты отказался от мяса, чтобы стать великим режиссером. Да. Исян Мессерхермет Эдуслар, здравствуйте! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях молодой, талантливый, но уже именитый и получивший достойные награды кинорежиссер Ильшат Рахимбай. Исян Ильшат! Салям. Приветствую. Салям, привет. Я тебе привез тот самый балтасинский мед. Не из других районов Татарстана, а именно из Балтасей от папы. В этом году было холодно, урожай не очень-то удался, и вот вам... Вместо 3-литровый хотя бы литр балтасинского меда, но Бекзур Ахмед. Ильшат Рахимбай, режиссер, клипмейкер. Родился и учился в Балтасинском районе. Окончил музыкальный факультет Казанского государственного педагогического университета и факультет кино и телевидения Казанского института культуры и искусств. В 2007 году удостоен премии президента Российской Федерации. Самые известные работы как режиссера – это короткометражные фильмы «Гастарбайтер», «Не верю», «Представь». Фильм «Представь» удостоен приза президента Республики Татарстан за гуманизм в киноискусстве на 13-м Казанском международном фестивале мусульманского кино. Этот фильм также в официальной конкурсной программе международных кинофестивалей в Канаде, Ярославле, Болгарии и Италии. Ильшат, мне сегодня будет интересно готовить вместе с тобой, тем более ты все-таки режиссер, и какой вот кулинарный сюжет ты сегодня придумал для нас, расскажи. Издревле наш народ в основном ели разные травы, и вот наши дедушки, бабушки, они ели суп из щавеля. Но сегодня... Щавелевый суп, я даже помню вкус его из детства. Да. Очень вкусно. Мы сегодня только заменим щавель на шпинат, чтобы идти в ногу со временем. Да, И, в общем, шпинат, кстати, в последнее время стал популярен на нашей кухне. первые блюда у нас шпинатовый крем-суп. Берем шпинат, свежий шпинат. Да, свежий шпинат, или можно замороженный, граммов 200-300. Рубим его на мелкие кусочки. Но в первую очередь я бы тебе сказал подрубить лук. Ильшат, расскажи нам про свое детство. Ты уже озвучил красивое слово «Балтаси». Ты из Балтасинского района. Правильно. Свое детство я вспоминаю с очень светлыми воспоминаниями. Ходил в школу, как и все, был прилежным учеником, закончил на серебряную медаль, параллельно учился в музыкальной школе. С музыкой Какое занимался. направление было? Баян, вокал? Пианино, курай и все, что этому еще там сопутствовало, да. Остались ли навыки владения этими инструментами? Ну, на самом деле, даже инструменты увеличились, потому что я после школы поступил в педагогический университет, музыкальный факультет. И там уже начал играть на саксофоне, обучился на гитаре. Сейчас я очень часто играю на дарбуке, на арабском барабане, на кубызе, на башкирском курае научился тоже уже в Казани. Слушай, я насчитал уже 7 инструментов. Нам несказанно повезло. На нашей любимой кухне случайно оказался курай. Настоящий татарский курай. И если, конечно, ты сыграешь на нем, мы были бы счастливы. Прошу, Да, пожалуйста. инструмент. Давай ты пока начнешь обжаривать лук. То потому есть что мы обжариваем лук. особенно хорошо жарится под мелодию «Тахтелек». Ты знал об этом? Впервые слышу. Но я еще знаю, что лук, обжаренный в красивом современном казане, будет также Ну, вкусный. сейчас смотри, я буду играть, а на луке будет появляться такой татарский орнамент. Внимательно следи, когда будет жарить. Ладно?
Браво! Браво! Молодец, молодец. Хорошо. Продолжаем готовить, не отвлекайся. не Да, отвлекайся. да. Режем шпинат. Как там лук? Так, ну, лучок мы пока обжариваем. Все, Итак, Ильшат, подытожим. Получил образование в школе, получил серебряную медаль, научился играть на нескольких инструментах и поступил в педагогический университет в Казани. Да, я проучился вот в музыкальном факультете педагогического университета. И через 3 года понимаю, что эта профессия учителя музыки достаточно тесна, рамки этой профессии тесны для моего понимания мира. И в итоге в третьем курсе я просто понимаю, что тупо я хочу стать кинорежиссером. Вот я понял это, не знаю, за день. Потому что я решил... И ты резко все меняешь в своей жизни. Резко меняю в своей жизни. Специально ради меня открывается факультет кино в Казани. Потому что как только я захотел стать кинорежиссером, через неделю в Университете культуры открыли этот факультет, который еще... То есть это приятное совпадение в твоей жизни. Да. Нет, Иначе бы ты уехал в Москву и там остался. я думаю, что это неприятное совпадение. Я думаю, это достаточно мощный знак, как бы. Такой диалог с Богом прям. И все, я поступаю там этим же летом в Университет культуры, и моя жизнь меняется больше масла. Так, еще масло. Намного больше, да. И все, я поступаю в Университет культуры, и у меня жизнь до и жизнь после. Я, конечно, закончил и музыкальный факультет, но уже все, что со мной дальше происходило, это уже к тому, чему сейчас вело. Итак, сейчас лук, степень обжарки number 2. То есть то, что и надо. Да, сейчас мы шпинат ложим сверху лука. Добавляем. Добавляем. Так, прошу. Так, Руслан, ты сейчас мешаешь вместе с Тщательно луком. всё Да, перемешать мешаешь. нужно. И добавляешь стакан кипятка. Так, добавляем водички. Да. И оставляем тушиться. Ну, мы, наверное, начнем второе блюдо. Это у нас овощи гриль. Самый главный ингредиент там будет соус, но мы можем пока начать резать. Так, кабачки, перец, баклажаны. Да. А из моркови что будем делать? Из моркови мы будем делать котлетки. То есть на второе блюдо у нас будут котлетки, И морковные и овощи гриль. Все. Режем в произвольной форме. В произвольной, насколько у тебя фантазии хватает? Понятно. Насколько у вас хватало фантазии обучаться на первом курсе режиссерским? Несомненно, были сложности, потому что что такое режиссерский курс? Это прежде всего мастер, да, который набирает курс, который уже знает, что делать, как делать. В Казани с этим мастером были проблемы сначала. У нас был мастер Бартенев, Эдгар Бартенев из Петербурга его звали, он уроженец Казани. Потом он понял, что он не может с нами быть, он уехал, нас оставили Юлии Аликовне. Потом от Юлии Аликовны мы перешли к Барыкину. Собственно, Барыкин, тот самый Барыкин, который в кинотеатрах, да, сейчас? Тот самый Барыкин. Тот самый Барыкин. И вот с ним мы закончили, и большое спасибо Университету культуры, что дал мотивацию как бы идти дальше. И сейчас уже университет набирает достаточно большие обороты, там уже несколько курсов операторов, продюсеров, там режиссеров отдельно. То есть мы были всем, и световиками, и режиссерами, и операторами. Твой самый первый фильм, короткометражный, я не знаю, клип какой-то, вот во время обучения, что это было? Какая картина? Первый фильм, на самом деле, получился достаточно таким интересным. Это по одному рассказу, очень мощному, где человек умирает и попадает в небесную канцелярию, там, где решается, куда же он пойдет, в ад или рай. И там сидит чувак, в нашем случае это чувак был Рабин Батулла. Он сидит и говорит: мне куда идти-то, в ад или в рай, типа, куда вы меня посылаете? Ну, говорит, смотря, типа, что ты творил, типа, смотря по твоим действиям. Деяниям, да? Да, деяниям. Он говорит, ну, а какие у меня деяния были, а как ты сам думаешь? Это они начинают разбирать ситуации, типа, какая это была ситуация, он перевел бабушку через дорогу. Это, говорит, хорошо? Плюс. Или плохо? Ну, говорит, вроде хорошо. Ну, говорит, типа, ты перевел бабушку, а потом она на следующей улице, короче, попала под трамвай, только потому что ты ее перевел, и она успела на тот трамвай, под трамвай попасть. Если бы, типа, не ты, она бы еще и жила там лет 10, в общем. И в таком случае они разбирают каждую ситуацию, где непонятно, хорошо было это или плохо. Это вообще 2008 фильм, на самом деле. То есть такой, То есть почти для 10 тех лет времен, ему уже. когда не было ни камер, вы понимаете, HD не было тогда, еще никакой Full HD. То есть все снимали на пленку? Нет, просто снимали на DV, там дурацкие маленькие камеры там, на какие-то. Но мы смогли как-то договориться с Гротом, там в библиотеке, могли договориться там с Рабитом Батуллой, там позвать камалского актера Алмаза Гараева. И все как-то очень серьезно было.
И следующий такой серьезный фильм, я не знаю, могу назвать только свой дипломный, наверное, который сейчас есть в интернете. Фильм называется «Гастарбайтер», у него более 500 тысяч просмотров. Слышите меня? Кто здесь? Пожалуйста, только не пугайтесь. Я разговариваю внутри вас. Кто вы? Я ваш друг. Простите, я решил извиниться за вчерашнюю поспешность. Мне показалось, что вам было очень неприятно вчера жить, и я вмешался. Я вас знаю? Думаю, что нет. Но мы уже встречались месяца 2 назад, когда у вас сильно болел зуб. Я прожил этот день за вас. Вы этого очень сильно хотели. А я где была в это время? А вы как бы спали, но на утро вы должны были все отчетливо помнить. Ильшат, овощи у нас готовы. Мгм. Что делаем дальше? Самое главное для этих овощей это, конечно же, соус или маринад. В общем, делается это из чеснока, прованские травы, желательно, можно орегано. Соевый соус я вижу, Да, кстати, у тебя. соевый соус, да. И можно добавить винный уксус. И затем Кидаем маринуем соль овощи. еще туда, короче, Так, и уже да, потому и что- масло, обязательно масло. Сливочное. Нет, сливочное масло. Оливковое. Да, а сливочное масло ты, пожалуйста, положи к шпинату. Так, ну хорошо, ты делаешь Всё, заправку давай. для овощей. Я добавляю масло и задаю следующий вопрос. Да. Вот ты уже сказал, что твою дипломную работу посмотрели 500 000 зрителей, так скажем, да, интернет-зрителей. Хорошо, вот откуда вообще ты черпаешь идеи для своих фильмов? Но идея это в основном то, что тебя волнует и о чем режиссер, то есть хотел бы высказаться на какую-то тему. А идеи, как уже, в какой форме это рассказывать, да, что это может быть. Как это, подать зрителю? Да, да, это уже форма. А что насчет самой идеи, это могут быть новости, это может быть вырезки из газеты, это может быть проходящий человек, это может быть баклажан, там, да? И во всем можно увидеть какую-то удивительную идею. Вот можно посмотреть на этот прекрасный лист салата и задуматься о проблемах экологии, понимаешь? О том, что деревья вырезаются там в Северном Калькутте. Вот я посмотрел на овощи, да, и задумался о том, что я не ел сегодня, например. И это проблема. Чувство голода. Да, и вот сними об этом фильм. В принципе, мы снимаем уже сегодня с тобой небольшой Да. кулинарный фильм. Да. Сколько, кстати, всего ты снял уже вот в этом возрасте фильмов? И короткометражных, и в том числе дипломную работу, если считать. Ну, так, если... Достаточно? Давай еще. Так, если говорить о фильмах, то штуки 4-5 своих, наверное. Потом, значит, штуки 3-4 не своих. Это если говорить об соавторстве или... Так, соль добавляем. Да, Еще нет. еще, да. Соавторстве там с другими режиссерами, как оператор. И клипы, там, штук 15. Если больше это татарским 15. звездам, да? Ну, И не можно только. сказать татарским, да и не только татарским. Так, давай заливаем наши овощи, мы их промаринуем, чтобы каждый кусочек мог пропитаться нашим чудесным соусом. Очень аппетитно и красиво это выглядит. Оставим овощи промариноваться. И после небольшой паузы продолжим готовить 2 чудесных блюда в компании нашего уважаемого Ильшата. Программа «Секреты татарской кухни» вновь с вами, дорогие телезрители. Напоминаю, сегодня с нами готовит Ильшат Рахимбай, молодой талантливый режиссер. Человек, который еще любит вкусно готовить. Я правильно скажешь? или нет? Ну, а по-другому уж нельзя. Потому что блюдо интересное. Это суп из шпината, Крем-суп. крем-суп из шпината, На руку овощи-гриль в специальном соусе и очень интересное блюдо из моркови. Да, Вот к нему мы морковные сейчас и котлеты. приступим. В общем, это будут котлеты. Морковные котлеты. Да. Ильшат, кстати, почему все-таки у нас такие блюда, вот так скажем, я, конечно, люблю мясо, но овощные. Нет вот тут кусочка баранины, там картошечка поджаренная с луком, там же рядом. Ну, знаешь, пусть живут, как говорится, пусть живут, пусть гуляют. На самом деле, вегетарианство, наверное, все-таки... Подожди. Откроем секрет нашим зрителям. Ильшат Рахимбай вегетарианец. Да, Ильшат Для тех, Рахимбай- кто не знал. Да, или проще, Ильшат Рахимбай того, говорят. Как говорит моя Слушай, мама. ну это как выгодно говорит моя быть. мама, да, того. Ну, в любом случае, это желание каждого. Да, но это связано с моей профессией, в первую очередь, конечно же. То есть, если у меня не чистое сознание, то ни о каких сценариях или ни о каких идеях, которые должны быть через Бога
в мир Передаваться через тебе. меня передаваться, то нельзя говорить о прочищенных каналах, поэтому все очень просто на самом деле. Это мое эгоистическое такое, чтобы я стать великим кинорежиссером, стал вегетарианцем. То есть ты отказался от мяса, Ну. чтобы стать великим режиссером. Да. Морковку мы накрошили. Наши действия дальше. А сейчас мы это ставим на огонь тушиться, добавляем полстакана молока. Так, полстакана молочка. Прям Да. сверху, да? Да. Сейчас добавляем ложечку сахара Так. и 3 больших ложки масла подсолнечного. И ставим на огонь. И займемся шпинатом. Итак, давай посмотрим, что с ним происходит. Давай, открывай. Аккуратненько, горячо. Мгм, да. Отлично. Мы, значит, добавим в него сливки. Стакан. Стакан сливок, да. Ну, здесь уже Это само самое по себе главное, будет вкусно. самое главное, 33%. Чем жирнее сливки, тем вкуснее, значит, суп. Но сейчас, на самом деле, знаешь, как сделаем? Мы сейчас это с блендером все будем Измельчим. делать, измельчим Мгм. до однородной массы и будем добавлять соль по вкусу уже. Ильшат, так, давай, ты включай блендер, Угу. преврати все это в красивый крем-суп. Все, отлично. А я наши подготовленные овощи выложу на противень, и мы уже, я думаю, их отправим в духовочку. Да. Кстати, давай вспомним тот случай, когда ты работал не режиссером, а видеооператором, когда ты был с камерой в руках. Но было Это дело. было сделано для опыта или как? Или тебя Ну, пригласили? на самом деле, охота было есть, как бы, знаете. То есть это был элемент такой подработки, так Да, скажем, да? я был в Казани, как бы родители у меня в Балтасях, меня никто не кормил, и на самом деле камера все-таки невозможно заработать режиссером. Молодой режиссер никогда не зарабатывает, пока у него или нет имени, или еще чего-то. А оператор, у него все в руках, есть инструмент, он взял, снял, потом пригласил Максим Швачко на свой фильм, который в Авгике, дипломный фильм, он меня позвал оператором. Фильм назывался «Конец игры». Этот фильм тоже получил, кстати, приз за гуманизм в киноискусстве в 2012 году. И опять при твоем участии. Да. Я со сцены брал приз как раз, потому что Швачко не был. Кстати, Ильшат, ну ты не отвлекайся, все-таки давай начинать делать пюре. Все, давай, а то я про себя рассказывать любитель, конечно. Ильшат, овощи у меня готовы к отправке. У меня тоже суп отлично готов, но я бы тебе хочу предложить, мы же эстеты, знаешь, и Эстеты кулинарного искусства. да, все, наверное, знают, что в кунжуте много микроэлементов и веществ очень полезных. Открываем нашу Да. духовочку, отправляем овощи примерно на 25 минут. Закрываем. Удачи, ребята. Ну и сейчас дождемся приготовления морковки и сделаем морковные котлеты. Крем-суп из шпината. Репчатый лук мелко нашинковали и обжарили в казане на растительном масле. Затем добавили порубленный шпинат, залили 1 стаканом кипятка и оставили тушиться. Далее добавили половину пачки сливочного масла и варили еще минут 15-20. В самом конце добавили 1 стакан жирных сливок и все измельчили до однородной массы при помощи блендера. Перед подачей суп посыпали тертым сыром и сухариками. Овощи-гриль. Для маринада в миске смешали по вкусу растительное масло, измельченный чеснок, прованские травы, добавили немного винного уксуса и приправили солью. Болгарский перец, баклажаны и кабачки нарезали в произвольной форме, залили приготовленным маринадом и оставили мариноваться на несколько минут. Затем овощи выложили на противень, посыпали кунжутом и запекали в духовке 20-30 минут. Ильшат, я думаю, морковка уже готова для того, чтобы мы продолжили. Смотри, добавляем манку, столько манки и мешай. То есть тщательно помешать надо. Да, тщательно мешать, потому что сразу после этого мы его блендером сейчас измельчим. Так, тщательно перемешали. Прошу. Ага. Ну а пока Ильшат с удовольствием готовит морковные котлеты, я спешу поздравить нашего героя с заслуженной наградой. На 13-м фестивале мусульманского кино он получил приз от президента Республики Татарстан в номинации «Гуманизм в киноискусстве». Поздравляем! Спасибо. Но не только вот этот красочный диплом, но и специальный подарок. Позвольте, я посмотрю, что там. Конечно. Красота. Ну, можно из этого поесть что-нибудь. Ильшат, это ли не радость, это ли не главная новость твоей карьеры 17-го года? Согласен? 17-го года, безусловно, но на самом деле новости еще ожидаются, потому что этот фильм, представь, пригласили в октябре
в Болгарию. Фильм называется «Представь». «Представь», да. Пригласили в Болгарию 4 октября, 15 октября нас позвали в Италию. То есть мы попали в конкурсный показ кинофестиваля международных, который будет показываться там. То есть мы с уверенностью, вернее, мы надеемся, что этот фильм, представь, его награды еще впереди. Следующий. Да. Нет человека, который был бы как остров. Сам по себе каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса и разрушит замок твой и друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. Ну а сейчас, значит, пюре такое морковное готово. Сейчас сложим 3 желтка, правильно. Так, И- давай ты мешай, я И добавляю. мешаем быстро, чтобы яйца, собственно, не сварились. То есть, в принципе, сейчас уже можно переходить к формированию котлеток. Да, обмакав вот в этом панировочных сухарях, что немаловажно, чтобы была такая корочка. Давай сделаем это вместе. Вот такие чудесные котлеточки мы слепили, обваляли котлеты в панировочных сухарях, и сейчас на раскаленном растительном масле мы их пожарим. Все верно. Еще я хотел сказать насчет вот фильма, который вот как раз победил, да, в номинации там, «За гуманизм». На самом деле это проект, короткометражный фильм, он идет 15 минут, 15 минут, да? 15 минут пока идет, и его мы, по сути, создали ради того, чтобы потом из этого фильма создать полнометражный фильм. То есть полноценный художественный Да, фильм. продолжение этой истории, то есть это вот про взаимоотношения муллы и священника, которые живут в соседних деревнях и являются родными братьями. И вот что же будет дальше происходить между ними. На фестивале мы встретили очень много людей из разных стран, из других стран, которые заинтересовались проектом. И сейчас мы, возможно, подумаем о копродукции. И самое интересное, еще забыл сказать, что актер, который играет священника в этом фильме, Марсель Тимофеев, он также является сопродюсером, а еще сопродюсером этого фильма, короткометражного, явился известный композитор, инвестор Александр Шульгин. Подытоживая, Ильшат, желаю всей вашей команде вот действительно творческого вдохновения и на следующий год показать всей России, всему миру художественный фильм под Давайте. названием «Представь». Давайте всему миру. А я уже представил, как мы кушаем оба наших блюда, и супчики, и котлеты, и овощи-гриль, поэтому пора накрывать на стол и пробовать наши блюда. Морковные котлеты. Морковь нарезали ломтиками, залили горячим молоком, добавили столовую ложку масла, сахара, соль, накрыли крышкой и тушили до готовности. Затем морковь сняли с огня, добавили манную крупу, 3 желтка и перемешали при помощи блендера до однородной массы. Из охлажденной массы сформировали котлеты, смочили яичным белком, обваляли в сухарях и обжарили с обеих сторон. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Самый вкусный момент. Да, самый вкусный момент. Сейчас смотри, как говорится, дьявол кроется в деталях. В данном в нашем случае он кроется в сухарях. И тертом сыре. Да, в тертом сыре. Все это Украшаем. для нашего супчика. Давай. Бисмилляхи рахмани рахим. Приятного аппетита. Итак, пробуем. Удивил ведь Достым. Этот суп не уступает ни одному крем-супу, который я пробовал. Очень вкусно, оригинально. Ну и поскорее хочется его доесть. Ну, нас ведь ждет второе блюдо. Пробуем второй. Морковные котлетки. Если овощи-гриль я пробовал часто и везде, то морковные котлетки я пробую впервые. Вкусно. Дорогие телезрители, подытожу. Вегетарианская кухня может быть вкусной. Молодец. Очень, очень вкусные, котлетки сочные. Особенно, мне кажется, этим блюдом можно удивить своих любимых детей. Они даже не узнают, что это морковь. Ильшат, вот и подошел к концу сегодняшний съемочный день. В нашем варианте он заканчивается красивым столом, за что тебе большое спасибо. Ну и, конечно, в оставшиеся минуты, понимаешь, некоторые артисты поют, да кто-то рассказывает стихотворение, а ты раскрой нам секрет вот своих очков, которые уже в интернете о них пишут много. Я ждал. Откуда вот этот цвет
Расскажи секрет. Ну, на самом деле, все очень просто. Как-то мы сидели в бане с солистом группы YouTube Бона, и он мне просто их подарил. Сказал: Ильшат, иди, шок миним арханны ибетлер, миллик, блин. Вот те очки за это. Это была программа «Секреты татарской кухни». Все самое интересное, как всегда, на канале ТНВ. Спасибо, Ильшат, рахмет. Удачи тебе. Спасибо. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба.